Костюм – это всегда целый мир, ведь невозможно изучать историю той или иной страны, национальности, не вдаваясь в детали исторического костюма. Говоря, скажем так, о моде историческом и вообще о каких-то атрибутах исторического костюма, нельзя не вспомнить, что именно город Самарканд являлся самым центром Великого Шелкового пути, легендарный маршрут, который соединял Восток и Запад. Ведь когда сюда приходили караваны, нагруженные ценными товарами, пряностями, специями, они ведь привносили сюда также элементы своих культур, традиций, обычаев, и поэтому костюм, в частности самаркандский, он вобрал в себя элементы тех цивилизаций, которые веками приходили сюда и оставляли какой-то след. Говоря опять-таки о костюме узбекском, нельзя не проследить его связь с соседними нашими государствами, в том числе Таджикистан, Киргизстан, Афганистан, потому что все мы являлись общей территорией, и, соответственно, очень много схожих черт в культуре, в традициях, в обычаях, и в том числе и в костюме. Конечно же, здесь нужно упомянуть сюзане, которые являются наследием как Узбекистана, так и Таджикистана. В обеих республиках это ремесло не утеряно, оно передается из поколения в поколение и является значительной частью общей истории. Также, что касается наших тканей, которые будоражат воображение всех туристов своей красотой, своей самобытностью. Я говорю сейчас об адрасе, об атласе, об икате. Как вы знаете, сейчас все модные дома Европы, это Франция, Италия, они просто охотятся за нашими тканями.